Это просто не вкладывается в голове. Пожизненное заключение. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как наша власть продолжает убирать неугодных. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Верховный суд приговорил бывшего генерала погранвойск Таджикистана Халбаша Халбашова, который был задержан после кровопролитных событий в Хороге и в Рушане, к пожизненному заключению. Власти не комментируют вынесенный приговор, однако недавно один из представителей прокуратуры обвинял его в убийстве и терроризме. По имеющейся информации, Халбашов на судебном заседании заявил, что он не виновен. В то время как власти не комментируют ни обстоятельства дела, ни приговор в отношении Халбашова, люди, близкие к осужденному, сказали, что последнее заседание суда прошло 21 сентября в следственном изоляторе ГКНБ за закрытыми дверями. Вместе с ним по делу проходили более 70 жителей Рушанского района. Их тоже приговорили к различным срокам тюремного заключения, сказал один из них, не раскрывая, впрочем, каких-либо подробностей. Сейчас пока неизвестно, будут ли родственники Халбаша Халбашова ходатайствовать о пересмотре его приговора или нет. Некоторые представители гражданского общества Бадахшана, находящихся за рубежом, назвали сам ход расследования и оглашенный приговор Халбашу несправедливым. Власти арестовали Халбаша Халбашова в мае этого года в связи с беспорядками в Горно-Бадахшанской автономной области. Представитель Генеральной прокуратуры Мансур Ганизода заявил затем в июне, что его подозревают в организации преступного сообщества, убийстве, покушении на убийство, терроризме и других преступлениях. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, этот человек заслужил такое наказание? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В обнародованном властями фильме, записанном при неизвестных условиях, Халбашов заявил, что сожалеет о случившихся событиях и приносит извинения жителям Хорога, Рушана и Рошткалы. Однако на последнем судебном заседании он заявил, что не виновен и что сказал эти слова под давлением. Халбаш Халбашов вышел на пенсию, однако, по словам близких к нему людей, по просьбе властей продолжал работать в пограничных войсках Сагдийской области. Тем временем в изоляторе временного содержания ГКНБ возобновился закрытый судебный процесс над Ульфатханим Маматшоевой, журналисткой и активисткой гражданского общества, бывшей женой Халбаша Халбашова. Ранее гособвинитель потребовал для нее 25 лет лишения свободы, но после того, как Ульфатханим Маматшоев заявила, что расследование дела было несправедливым и необъективным, уголовное дело в отношении ее вернули на дорасследование. В отношении Ульфатханим Маматшоевой уголовное дело возбуждено по 8 статьям Уголовного кодекса, в том числе в публичных призывах к свержению власти. Сама Ульфатханим в интервью прямо перед задержанием говорила, что она не совершала никаких противозаконных действий. Она работала независимым журналистом, окончила факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Затем работала на телевидении и радио Бадахшан, является основателем общественной организации «Закон и честь». С 2003 по 2014 год преподавала в Российско-Таджикском славянском университете. В 90-е годы входила в состав сил самообороны Бадахшана. Правозащитные организации уже давно критикуют правительство Таджикистана за такие нарушения прав человека. Так, Human Rights Watch, авторитетная международная организация, потребовала от таджикских властей прекратить незаконные аресты и несправедливые суды над жителями Гбао. Власти Таджикистана должны положить конец этой практике и придерживаться своих международных соглашений для обеспечения справедливого судебного разбирательства, говорится в заявлении Human Rights Watch. Как вы думаете, когда-то они у нас будут справедливыми? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.